Бдительность Мессия говорит о втором своем пришествии, Матфея 24, 29, 41, призвать нас к бдительности. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет, Матфея 24, 42. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, Марка 13, 33. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А вот что говорю вам всем, бодрствуйте, Марка 13, 34, 7. Когда совершал Мессия молитву в Симане к Отцу Небесному, когда уже душа ее чувствовала и скорбела смертельно, он говорит ученикам своим: побудьте здесь и бодрствуйте, Марка 14, 13. Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: Симон, ты спишь, и не мог ты бодрствовать 1 час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не упасть в искушение, дух Бог прочь же немощно. Марка 14, 35, 38. Апостол Петр пишет и говорит нам: прочь, близко всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах 1, 4, 7. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5, 8. Мессия обращается с небес на нашу планету Земля, в церковь, и говорит: знаю твои дела, все дела, которые совершаются в церкви, знает он, и все видит и обращается к церкви. Ты носишь имя, будто жив, называешься христианин, но ты мертв. Мессия говорил: час, когда был на нашей планете Земля, в таком же теле, как и мы, зная, что оно немощное, говорил: бодрствуйте, и теперь с небес говорит тоже нам: бодрствуйте, утверждай прочее близок к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Слышите, христиане, что Иисус не веру вас ищет, но дела, дабы они были совершенны пред Богом Его. Вспомнить, что ты принял и слышал, и храни, покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Откровение 3, 1, 4. Сейду, как тать, блаженны бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видели срамоты его. Откровение 16, 15.